Пошукі і эксперыменты ў канцы 20-го стагоддзя прывялі да стварэння творчых аб'яднанняў Няміка-17, Форма, Бло ў Мінску, Квадрат у Віцебску, 463 у Полацку. Может быть, еще не готовые вот так выступить один на один с обществом, а все-таки до этого существовала достаточно строгая регламентация в сфере искусства, социалистический реализм, это система, да. Может быть, художники не были готовы, и поэтому они объединялись в группы, где вместе они выражали некие свои творческие идеи. Гэта быў час сацыяльных зменаў, які прывёў да эксперыментаў у сферы мастацтва. Напрыклад, віцебскі мастак Александр Дасужаў распрацаваў ідэю пліп – паверхня, лініі, плямы. Александр Малей, это был Александр Досужев, который потом, уже став самостоятельными художниками, объединились в творческое объединение «Квадрат» и стали доносить до зрителя, до общественности вообще о значимости наследия Казимира Малевича, о Витебске. На экспозиции можно познакомиться со скульптурными композициями, а таксама картинами Зои Литвиновой, Израиля Басова, Леонида Хоботова и іншых авторов с коллекции центра. Да, я хотела сделать акцент. Это работа Григория Скрипниченко «Озерку другий бок». Ну, мы все знаем, что художник, его не зря называли белорусским Дали, потому что каждая его работа, это картина «Ребус». Выстава ў пошуках лепшага ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў працягнецца толькі да 21 сакавіка, таму варта паспець яе наведаць.